Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi, yaraları sarmayı öğrendim burada. Her şeye rağmen ayakta durabilmeyi, gülmeyi öğrendim ben burada. Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi, yaraları sarmayı öğrendim burada. Her şeye rağmen hayatta kalabilmeyi. İstanbul, beni neden bir başıma bıraktın böyle? İstanbul, geldiğim yere mi dönmeliyim söyle. Gülmeyi öğrendim ben burada. Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi, yaraları sarmayı öğrendim burada. Her şeye rağmen ayakta durabilmeyi, gülmeyi öğrendim ben burada. Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi, yaraları sarmayı öğrendim burada. Her şeye rağmen hayatta kalabilmeyi. İstanbul, beni neden bir başıma bıraktın böyle? İstanbul, geldiğim yere mi dönmeliyim söyle. İstanbul, yine gözlerinden düşüyor yağmur. İstanbul, kendimi unutturma bana ne olur. İstanbul. Византий, Константинополь, Истанбул. Город на стыке континентов и на перекрестке морей. Место, где древние цивилизации переплетаются в нечто новое, неповторимое и своеобразное. Помимо богатого исторического наследия, город хранит в себе немало тайн и загадок. Для начала прогуляемся по городским улочкам. Конечно же, такое интересное место не могли обойти стороной коварные джинны. В этом стареньком домике, неподалеку от Софийского собора, поселилась колдунья Гелла и кот Бегемот. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzelim lan buluşmakta seneden sene yet mi? Güzelim lan buluşmakta seneden sene yet mi? В византийскую эпоху императоры торжественно въезжали в город через Триумфальную арку, от которой к нашему времени сохранились лишь руины. Зато здесь же установлен указатель нулевого километра. Ну, мало ли,
Вдруг у кого деньги закончатся, и человек решит пешком до дома добираться. Gülden ağaçta kokusu menekşeden. А сейчас мы зайдем в парк Гюльхане, что означает «цветочный сад», где раньше прогуливался султанский гарем. Потом он некоторое время был заброшен, но несколько лет назад парк был восстановлен и открыт для всех желающих. На входе нас встречает книга с фонтанирующим перелистыванием страниц. Из деревьев здесь в основном растут платаны, стволы которых как будто обмазаны серо-зеленым пластилином. Серия скульптур и памятников очень гармонично дополняет общую картину. Детишки с большой охотой фотографируются на коленях у Мустафы Кемаля, основателя современной Турецкой Республики. Неподалеку находится памятник горячо любимому турками народному поэту и певцу Ашику Вейселю. Его песни полны горечи и надеждой на лучшее. Родившись в бедной крестьянской семье, в детстве он ослеп от оспы, но не пал духом, а научился музыкальному ремеслу. Несмотря на свою незрячесть, он за 3 месяца дошел до Анкары, где его ждало всенародное признание. Помимо всего прочего, интерес представляет колонна готов в честь победы византийцев над варварами севера, которая входит в число старейших памятников города. В список примечательных древних сооружений входит также акведук Валента длиной около 1 километра, построенный византийцами для водоснабжения города из камней близлежащего еще более древнего поселения Халкидона. Любопытно то, что акведук действовал вплоть до середины 19 века, то есть порядка 1500 лет. Из акведука вода поступала в цистерны, кирпичные сооружения для хранения воды. В городе несколько десятков таких строений, но наиболее интересными и загадочными по праву считается цистерна базилика,
расположенный в 2 шагах от Софийского собора. По пути обратим внимание на отель с изображением медузы Горгоны. Как говорится, это же неспроста. Видимо, уже знакомая нам колдунья Гела в античные времена в одном из своих воплощений сильно напугала древних греков. Вход с улицы совсем неприметный, зато размеры внутреннего помещения составляют 145 на 65 метров. Своды поддерживают 336 колонн длиной 8 метров. Стены толщиной 4 метра выполнены из огнеупорного кирпича. Темную и мрачную обстановку цистерны оживляет стая откормленных карпов. Причем турки в течение 100 лет после взятия города не подозревали о существовании такого большого сооружения в самом центре столицы. Наконец, ближе к концу галереи предстает одна единственная таинственная колонна из храма Медузы Горгоны, а в самом дальнем углу посетители ожидают сразу две головы повелительницы змей, которые при строительстве послужили основаниями для колонн. Kimin evindeyim, elimde bir kırık bitik şişe.
Судя по всему, храм, из которого были взяты данные элементы, находился на расстоянии пары километров, где в настоящее время можно увидеть древние руины прямо посреди оживленного проспекта. Один из знаковых памятников Стамбула – колонна Константина или Чемберли-Таш, воздвигнутая при основании города в самом центре величественного форума Константина, единственный его элемент, сохранившийся до наших дней. Колонну окружали сначала статуи древнегреческих богов, затем христианских святых. Кроме того, форум был представлен несколькими парадными триумфальными арками и прочими безвозвратно утерянными изящными мраморными строениями. Первоначально центральная колонна была высотой порядка 50 метров, в наши дни 35 метров. В византийскую эпоху колонну венчала золотая статуя императора Константина, а в ее корону, по старинным преданиям, был вплавлен один из гвоздей, которым был распят Иисус. Колонна перенесла несколько обрушений от сокрушительных землетрясений, удар молний и мощные ураганы. После каждого катаклизма ее восстанавливали, хотя и не в полную высоту, а статуя Константина была заменена на большой мраморный крест. 800 лет назад колонна пострадала от вандализма крестоносцев, которые увезли в Европу декоративные барельефы и нанесли заметные повреждения. Позднее в каменную поверхность колонны въелась копоть от неоднократных сильных пожаров, отсюда ее второе название – обожженная колонна. Турки после взятия города сняли с нее крест, но постарались сохранить, потому было произведено усиление железными обоймами. Есть легенда, что под колонной зарыт тайник Константина с византийскими сокровищами, среди которых личные предметы Ноя, Моисея и Иисуса. Во всяком случае, крестоносцы его так и не обнаружили. По другой версии, под колонной находится вход в неизведанное подземное царство. Нетрудно догадаться, что всех алчных кладоискателей на входе ожидает беспощадный джин Азазель, смертоносных когтей которого еще никому не удавалось вырваться. Пожалуй, одно из наиболее необычных мест в Стамбуле – площадь ипподрома, примыкающая к мечети Султан Ахмед, где соседствуют памятники из совершенно далеких друг от друга стран и эпох. Прежде всего, бросается в глаза египетский обелиск, вывезенный византийцами из Карнакского храма в Египте. Первоначальная длина обелиска, выполненного из розового ассуанского гранита, составляла почти 40 метров, при весе более 500 тонн. Во время транспортировки монолит раскололся пополам, потому нынешний образец в 2 раза меньше своего первоначального размера. Тем не менее, обелиск поражает с технологической точки зрения. Во-первых, ровно обработать твердый гранит таких больших габаритов без развитой машинной техники представляется довольно сложной задачей. Даже для нашей современной индустрии это был бы проект из разряда особо уникальных. Kolumdan kim çekerse o yana gidiyorum. Bir içtim bin kayboldum bir İstanbul gecesinde. Deli gibi coşmalı. Но это так жестоко, бить рабов плетьми. Да нет, это не рабы, это рабочие. Они трудятся добровольно и к тому же получают зарплату. А плети у вас для красоты? Нет. То есть да. Не знаю, пока никто не жаловался. Во-вторых, по поводу транспортировки. Как-то даже и не верится, что средневековые деревянные суда на парусной тяге были способны перевезти по морю до Константинополя монолитный кусок камня в 500 тонн. Olmalı sakla bizi İstanbul sokakları. Nefsim döndü bak, içim kıpır kıpır yine. Basılmadı kaldırım, kalmamalı bu gece. Kolumdan kim çekerse o yana gidiyorum.
Тут же на площади находится ажурная колонна Константина. Византийцы в свое время покрыли ее листовой медью и декоративной отделкой, видимо, с целью подражания египетскому обелиску. Напрашивается само собой, что византийцам качественная обработка гранита была немного не по зубам. Однако крестоносцы Западной Европы в XIII веке беспощадно содрали всю внешнюю отделку. Видимо, медь на металлолом сдали. Зато сейчас мы можем сравнить по конструктиву более позднюю, но хлипкую ажурную колонну из известняковых блоков с куда более древним египетским обелиском из непоколебимого гранита. Разница в технологиях более чем заметная. Deli gibi coşmalı, her güzele kanmalı. Kaybolup sır olmalı, sakla bizi İstanbul. Sokakları sakla bizi İstanbul. Sokakları sakla bizi İstanbul. Sokakları. Между величественными обелисками затесалась маленькая, но загадочная змеиная колонна. Ее возраст 2500 лет. Первоначально была установлена в Дельфах, в Греции, в честь военной победы древних греков. Позднее перенесена в Константинополь. Колонну венчали 3 змеиные головы, а поверх был установлен золотой котел, украденный еще в древности. Головы таинственно пропали в ночное время 300 лет назад. Фрагмент одной из голов случайно нашли. Ныне он хранится в археологическом музее. Taksim'e sür beni, Cihangir'de sat hadi. Estiğin gibi yık beni İstanbul. По одной оси с обелисками, но немного обособленно, стоит немецкий фонтан. Подарок столетней давности от кайзера Германии турецкому султану. Galata'dan uçur beni, Üsküdar'da tut hadi. Kız Kulesi'ne hapset beni İstanbul, İstanbul. Yak beni, yok et beni, dalgalarınla boğ beni. Köprülerinden at beni İstanbul, İstanbul. Вообще, в центральном районе Стамбула Султан Ахмед нередко можно встретить отдельно стоящую античную колонну прямо посреди улицы, а иной раз даже крупное строение настолько сливается с городским ландшафтом, что можно пройти мимо и не заметить его. Так произошло, например, с футбольным стадионом, который на самом деле попросту был вписан в цистерну Аэция, кстати, одну из старейших в городе. Помимо старых памятников, есть и более современные. Колонна в честь погибших авиаторов. Памятник уличным продавцам семитов. Это что-то наподобие больших публиков. Памятник рабочим мануфактур, паровозик на входе в железнодорожный вокзал, а также пожарная башня Баязита. Забавной неожиданностью стала довольно протяженная радужная лестница. Глядя только на типовой, но довольно изящный фонарный столб, невольно приходит мысль о том, что в масштабах города обустройство и поддержание такого уличного декора обходится бюджету в значительную сумму. Современное строительство, в частности металлоконструкции, тентовые сооружения, также находятся на должном высоком уровне. Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali. Yakamozlarda buluşuruz
geç kalma bari. Ah seni can, seni can, içimdeki bu heyecan. Gel bahar solmadan, ikimizi de taşır bu can. Ah seni can, seni can, içimdeki bu heyecan. İkimizi de taşır bu can. Ah be İstanbul, güzel İstanbul, türlü sevda içinde canım İstanbul. Ah be İstanbul, güzel İstanbul, türlü sevda içinde canım İstanbul. Конечно же, нельзя обойти стороной стамбульские мосты. Например, оригинально смотрится железнодорожный мост. Eski bir şiir, eski bir hikaye, eski bir eski var aklımda. Herkes hayattaydı, bildiğim herkes. Hiç korku yoktu, yoktu aklımda. Eski bir kitap, eskimiş resimler, eski bir... По историческим данным, первую понтонную переправу через Босфорский пролив в древности сделали еще войска персидского царя Дария. А 500 лет назад для переброски войск через бухту Золотой Рог во время штурма Константинополя турки выстроили в линию боевые корабли вплотную друг к другу, тем самым образовав переправу. Hiç dua etmemiş, hiç yalvarmamıştım. Sen nasıl başardın? 100 yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Büyürken eskimeyen, eskise de değerlenen. Sen nasıl başardın? 100 yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın? Eski bir oyun, eski bir sokakta, eski bir... Отметим, что проект первого постоянного моста через Золотой Рог был предложен еще Леонардо да Винчи в виде распорной арки с опиранием в грунт по типу «Ласточкин хвост», но султан Баязид II не поддержал проект. Однако современное руководство Турции заявило о своем намерении все-таки возвести в ближайшие годы мост, максимально соответствующий замыслу Леонардо. В итоге Галатский мост, первый через бухту Золотой Рог, был выполнен из дерева. В наши дни на его месте расположен вполне обычный железобетонный мост. Sen nasıl başardın? 100 yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Büyürken eskimeyen, eskise de değerlenen. Sen nasıl başardın? 100 yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Yoksa sen de sadece... Поистине триумфом инженерной мысли можно считать Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию. Общая длина моста 1,5 километра, основной пролет чуть более 1 километра. Ширина моста 33 метра, высота опор над водой 165 метров. От проезжей части до уровня воды 64 метра.
Проектировщик моста – человек из разряда уникальных, Олег Александрович Керенский, сын того самого Керенского, который был председателем Временного правительства накануне краха Российской империи. Строили мост немцы и англичане, торжественно открыт в 1973 году в праздновании 50-летия Турецкой Республики. Ежедневно по мосту перемещается 600 тысяч пассажиров. Это примерно половина населения Казани. Nasıl başardın? 100 yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın? Один из неотъемлемых символов города – Галатская башня, высотой 61 метр, построена в XIV веке итальянцами из Генуи, которые отвоевали у византийцев на некоторое время один из холмов, где и основали свою небольшую колонию. Bir gülüşün yeter, hemen aklımdan neler geçer. Bil ki kurulmadı sana henüz en güzel cümleler. Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum. Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum. На Галатскую башню с давних времен панда глядит ночью и днем. Жираф и зебры ей мешают, идем играть, ей намекают. Aşk tanımış kalp yarasından aşk. Aşk geçiyormuş İstanbul'dan. Использовалась башня в качестве маяка, обсерватории и пожарной вышки. В настоящее время в башне установлен лифт, а на верхнем этаже расположился ресторан. Знаменита башня тем, что с ее вершины был совершен один из первых в истории полетов человека по воздуху. В 1632 году ученый и изобретатель Хазарфен Ахмед Челеби сконструировал что-то наподобие планера из дерева и шкур животных и, спрыгнув с башни, благополучно пролетел 3,5 километра из Европы в Азию. Unutup sana yürüyorum. Aşk geçiyormuş İstanbul'dan. За полетом наблюдал султан Мурад IV, которого очень впечатлил поступок ученого.
İstanbul. Hah, kanatlarımın altındasın işte. Hey! К сожалению, духовенство усмотрело в полете угрозу государственному строю, потому султан Мурад IV под давлением своих советников был вынужден сослать Ахмеда Челеби в Алжир, где тот вскоре умер. Кстати, брат первого воздухоплавателя Лагари Хасан Челеби осуществил управляемый запуск ракеты. Padişahım, seni Allah'a ısmarladım. İsa Nebi ile konuşmaya çıkıyorum. Ateşle! Barutu bitti. Senin gibi barutun. Tanrım, sen onu koru. Gördün mü? Korkuların boşunaymış. На смотровой площадке башни открывается сногсшибательная панорама города, от которой просто дух захватывает. Geçiyormuş İstanbul'dan aşk beni bulmuş yalnızlardan aşk tanımış kalp yarasından aşk. Şehri İstanbul'la rakseden bu aşk oyununu iyi bilen aşk oyununu iyi bilen aşk oyununu iyi bilen gel bana karşı. İskeleden aşk geçiyormuş bu şehirden iki kişilik bütün hissedilen kopma sakın bu mücadeleden. Biz senle tek beden tek kalp tek ruh tek replikten. Gel istersen tut ellerimden geçelim hemen kendimizden. Geçiyormuş İstanbul'dan aşk beni bulmuş yalnızlardan aşk tanımış kalp yarasından aşk. Aşk geçiyormuş İstanbul'dan aşk beni bulmuş yalnızlardan aşk tanımış kalp yarasından aşk. Gitsin bekler mi kalpsiz? Başkalarını sevsin o. Gülsün zamansız yersiz. Ben olmasam da gitsin o. Tozsun o, gamsız o. Dersini almaz arsız o. Yüzsüz o, mutlu. Yatağını özler, dayanamaz öler o. Aşk gözünü bürür.
Yaşayamam ben onsuz, yapamam ben onsuz. Açılır eller, onu bekler. Yatağını özler, dayanamaz öler o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu. Olsun düşer o. Yatağını özler, dayanamaz öler o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu. Olsun düşer o. Olsun düşer o. Gitsin, bekler mi kalpsiz? Başkalarını sevsin o. Gülsün, zamansız yersiz. Ben olmasam da gitsin o. Tozsun o, gamsız o. Dersini almaz arsız o. Yüzsüz o, mutlu. Yatağını özler, dayanamaz öler o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu. Olsun düşer o. Yatağını özler, dayanamaz öler o. Aşk gözünü bürür, sonra erir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu. Olsun düşer o. Olsun düşer o. Yaşayamam ben onsuz, yapamam ben onsuz. Açılır eller. Несомненно, византийские церкви под своими сводами донесли до нашего времени наиболее выразительные свидетельства былой роскоши и богатства некогда процветавшей христианской общины. Одной из старейших является Церковь Христа, она же Музей Карье. На стенах и потолках галерей можно увидеть красочные фрески с библейскими сюжетами и ликами христианских святых.
Уже даже не удивляет, что православный храм серьезно пострадал от средневекового вандализма крестоносцев-католиков. Скорее, это вполне ожидаемо. И как это ни странно звучит, но древние фрески сохранились до наших дней благодаря туркам. Как выяснилось, соштукатурить изображения известковым раствором оказалось намного быстрее и дешевле, нежели сбивать их. Собственно, ничего трогать турки особо и не собирались. На самом деле это был лишь ответный ход турецкого султана на небольшое восстание остатков византийцев, после которого церковь и была переделана в мечеть. После реставрационных работ в 20 веке здание приобрело статус музея. εν ξύλο κρεμάμενον. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ.
να βρούμενον σπεύσονον όπως είδω καγώ
Особую ценность для христиан представляет церковь Святой Ирины, или ее первоначальное название «Храм Святому Миру», который был центральным вплоть до постройки Софийского собора. Построен он был отчасти из камней, стоявшего на этом же месте древнегреческого храма Афродиты, обломки которого можно заметить в фундаменте и цокольной части здания. Рядом расположены развалины византийского госпиталя при церкви, а в стенах самого храма поселилась озорная парочка чирикающих зеленых попугаев. При внешнем осмотре храма Святой Ирины произошел один казусный момент, который мгновенно и очень наглядно проявил сходство и различие христианства и ислама. Женская делегация на закрытых черных одеждах с интересом обходила церковь, и на первый взгляд очень легко было принять их за арабок, потому некоторое время пришлось испытать даже некоторые замешательства. Однако вблизи послышалась греческая речь монахинь, и в итоге все стало на свои места. Получается, религиозная христианка и мусульманка ведут в чем-то схожую жизнь, только монахиню не видно, потому что она основную часть своей жизни проводит в монастыре, а мусульманка не отдаляется от общества. Внутри церкви слово передадим предводителю группы московских туристов по имени Лев, который очень любезно поделился своими познаниями. Оказывается, собственно, никто купол не раскрывал. Софий Пантократор, скорее всего, в куполе и остался, мозаика. Просто известно, что, собственно, поскольку они почитали Христа и Богородицу, то в Софии до 18 века все было вообще открыто. И Пантократор был, и они там молились, но при этом все мозаики сохранялись. В 18 веке у них был такой сумасшедший какой-то из султанов, которому казалось, что Христос за ним следит. И он велел забелить Христа. А Богородица никогда не забелилась. Богородица всегда была открыта, эта мозаика. Нет, а совсем что вот это золото там? В основном это все обваливалось. Это просто постепенно, да, какие-то потом, ну, иногда сбивали сами, там, когда менялись императоры, обычно им сбивали головы, ставили новые, это так и бывало. Мы увидим Софию, помните, там, помните, мозаику с Константином Мономахом, где вместо Романа IV ставили главу Константина Мономаха. Это было экономно. Вот, соответственно, мы с вами находимся в Великой Церкви Святой Ирины, по которой вот вы как раз готовитесь к Софии. Сейчас ее посмотрим, а завтра мы увидим прекрасную Софию. Значит, вот эти ступенечки, это одна из очень важных вещей, которые здесь сохранились, называется синтрон. По-гречески это, собственно, епископский престол, он всегда делался в виде больших ступеней. Сидел епископ и духовенство во время разного богослужения, когда они не должны были стоять. Да, он стоял в середине, и во всех древних церквях это было. И в Мирликийских тоже. Да, ну до 9-10 века он всегда был, даже позже, уже в 11-12, небольшой синтрон всегда делался. Значит, смотрите, то, что вы... Жертвенник был в середине. Значит, смотрите, диаконик и жертвенник, как мы их сейчас знаем, находящиеся справа и слева от алтаря, возникают только в средневизантийское время. Примерно, вот мы точно можем сказать, что они имели ту функцию, которая сейчас, по-моему, не раньше 11 века. Мы, на самом деле, ученые не знают точно, что находилось, боковые помещения обычно есть. Но в старых церквях, типа Софии, тем более здесь, они не соединяются напрямую с центральным пространством, не всегда. Они более изолированы, и очень вероятно, что их никто на самом деле не знает. Но есть версия, что туда тоже приносили святые дары для подготовки, но могло быть как-то иначе. Да? Это разные версии, которые пока довольно трудно проверить. Есть вот случайное указание, что в такой-то церкви это было то-то. Но они все какие-то очень друг другу не соответствующие, поэтому это еще предмет исследования. Да? До конца мы не знаем, поэтому историки архитектуры, например, их всегда называют просто компартиментами, ну это такое нейтральное слово, просто некая комната, да? И не говорят вот до средневизантийского времени диаконик и жертвенник, чтобы не путаться. Может выясниться, что у них были там, мог быть баптистерий, мог быть вообще какой-то склад старой рухляди, ну это отчасти диаконик, но все равно могли быть совершенно разные функции. Значит, мы видим базу, да, вот видите, 3D,
общее ощущение было, что вот есть длинный центральный лифт, и сбоку большие галереи. Но когда это все рухнуло, вот весь этот, вот это все рухнуло сначала уже при Юстиниане рухнуло один раз, еще даже при его жизни, буквально через 20 лет от землетрясения. И потом рухнуло второй раз, вот где-то около 740 года было обрушение. Соответственно, когда при императоре Константин I восстанавливал, тогда было придумано вот это, надо сказать, очень эффектное решение расширить вбок вот эти части до боковых стен, вообще убрать разгородки, из-за чего вы теперь видите прекрасное крестообразное пространство. Это как раз отражает эволюцию архитектуры византийской от базиликаты. Вот в Софии вы придете, у вас все-таки эти стены четко считаются. Да? К тому, что они стали все больше делать центральное крестообразное пространство. Уже средние византийские храмы, мы с вами тоже посмотрим некоторое количество, они всегда крестообразные, ну, как и любые русские храмы ранние. Да, вот это как раз считается одним из таких промежуточных вариантов, когда уже, ну, видимо, возникает какая-то такая идея. Я бы не стал ее связывать. В данном случае это очень практично, но просто не надо строить лишние стены. Они сделали здесь гигантские своды, очень мощные и плотные, чтобы уж не рухнуло. И оказалось, что можно не делать стену, да, потому что до этого просто стены были тонкие и ажурные, и поэтому это не выдержало. Они здесь сделали очень грубые, довольно толстые стены. Соответственно, крест, он на самом деле мозаичный, к сожалению, с этого места не очень видно. Вот, по-моему, до уровня под перекладиной, видите, чуть темнее. Вот это мозаика, сверху это все дорисовано. Надпись такого иконоборческого содержания, восхваляющая Святой Крест, тоже небольшие куски мозаики, большая часть креста доложена. Вот справа, видите, прям блестит. Справа видна мозаика. Это редчайший пример иконоборческой мозаики. Мы почти их не знаем. Другой вопрос, что, конечно, наше представление об иконоборчестве тоже меняется. Если раньше считали, что прям все везде разрушили, посносили, сейчас выясняется, ну как всегда, император решил со всем этим бороться. Значит, в 3 его главных церквях он сбили. Уже в монастырях что-то приберегли, а чуть дальше даже ничего не случилось. Да? То есть в этом смысле, видимо, очень преувеличено разрушение, особых истреблений этих иконы могли, конечно, истреблять, но так, чтобы сбивали фрески, это все дорого и затратно. Вот, и поэтому это такой редкий пример. Да, когда все-таки тут, поскольку это императорская церковь, тут постарались. Ну и мы видим, что то же самое в Софии. В Софии все мозаики после торжества православия, после 1943 года. Старости мозаик там нет. То есть там явно их сбивали, уничтожали. Что это? Ну, это какая-то турецкая маленькая вставочка. Значит, дальше здесь Просто были турецкие в Иерусалиме ремонты. также. Ну, такие они несущественные. Здесь небольшой, кстати, там. Это вообще это крест ордена Калатрава испанского. Да, может, когда что он здесь делает, я не знаю, но он может иметь еще ордена Калатрава. В частности, но он может иметь еще кучу других значений. Вот, поэтому здесь очень, очень жалко, что нельзя сюда зайти, потому что здесь красиво под куполом. Обратите внимание, что, конечно, все чуть-чуть кривовато, эти купола сделаны не идеально. Смотри, вот там. Очень много денег не было. Это роспись 19 века. По-моему, изображены какие-то военные инструменты. Да, какие-то лопаты и что-то еще. А здесь уже, я не помню, что было в османское время, но мечеть была, а потом, по-моему, в 19 веке вообще был склад чего-то. По-моему, это даже была не мечеть уже под конец. Значит, можно подняться здесь великолепный второй уровень нартекса. Я надеюсь, что можно пройти по хорам. Это пик. И надо не забыть выйти давайте во двор сначала выйдем, посмотрим саркофаг, а потом погуляем. Ой, скажите, пожалуйста, а как иконостас тут выглядел? Значит, да, иконостасы 6 века, это только один ряд икон, мраморная перегородка. Он мог очень сильно выступать в центре храма. Тогда богослужение, вот вообще представление об алтаре как священном пространстве, оно, в принципе, очень противоречит каноническому праву, с точки зрения которого весь храм является святым пространством. И выделение алтаря – это очень постепенный процесс, когда сам храм стал, он закончился веку к XII. Да, в VI веке святой было все, а не алтарь. Поэтому алтарь не выделялся специально, и богослужение происходило в центре. Соответственно, в Софии, вдруг забуду сказать, был гигантский амвон, он выходил, ну вот, соответственно, примерно ровно под купол, на самую середину. И, соответственно, все богослужебные действия, это как сейчас у нас происходит в епископском богослужении. Вот тогда любое богослужение происходило в центре храма. Да, и, соответственно, те люди, которые стояли, были в большей степени вовлечены во все эти процессы. В нем было больше процессов, больше хождения, перемещений. Потом фокусируется...
Ну, отчасти. Хотя все равно, там же тоже иконостасы появились, да, сакральный центр перемещается на восток, и оно все начинает вертеться там, а люди просто стоят. До этого они все входили, выходили. Известно же, что сами люди часто приносили эти дары, это происходило во время литургии. В общем, это было такое более массовое действие, более подвижное. Соответственно, в какой-то момент вообще этой плоской преграды, это уже 10 век, да, при стене могла быть низкая загородка, иногда вообще просто низкая, вообще без икон, да, которая могла, например, выходить сюда. Конкретно про этот храм мы ничего не знаем. Здесь не было археологических правильных исследований, нету данных, чтобы сказать, какой она была. Про Софию довольно много знаем. Там была низкая загородка, никаких икон ни одного ряда не было, она входила прямо в центр. Поскольку в IV-VI веках христианство было еще относительно молодой религией, богословы вели многочисленные споры о выработке единых традиций и теологического обоснования, что на практике выливалось в метод проб и ошибок, а также привело к расколу христианской общины на несколько ветвей. В частности, был период действия иконоборческого движения, когда духовенство усмотрело в поклонении иконам и мощам пережитки идолопоклонства. В результате фрески со стен храма Ирины были удалены еще самими византийцами, а взамен был нанесен крест, который можно увидеть и в наши дни. Впоследствии на основе иконоборческого движения сформировалось несторианское учение или Восточная Церковь, вытесненная из Константинополя, но охватившая огромную территорию от Багдада и вплоть до берегов далекого Тихого океана. Вполне обоснованно считается, что восточно-христианское учение стало одним из ключевых компонентов ислама, который в итоге вытеснил несторианство. За стеклом находятся два старых саркофага, в одном из которых, судя по всему, когда-то был захоронен первый византийский император Константин. В церкви периодически собирается греческий хор и устраивает песнопение. Хотя на момент посещения храма никакого хора не было, все-таки неожиданно зазвучала красивая песня в исполнении очаровательной гречанки в составе туристической группы, прибывшей из Америки. Наконец-то мы добрались до самого эпицентра событий сразу двух великих империй – Византийской и Османской. Место, где не только провозглашались внутренние судьбоносные решения, но и где без преувеличения определялся ход всей мировой истории. Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? Bilseydim o ışıklı gecelerine aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
acımadan kollarına hiç iter miydi? Ah İstanbul yine harcadın beni, menekşe gözlerinle gülüşemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, o kahve yüreğinle baş edemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, menekşe gözlerinle gülüşemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, çocukluk günlerime ben dönerim. Возраст Софийского собора составляет чуть менее 1500 лет, из которых 1000 лет он был церковью, затем 400 лет мечетью и уже почти сотню лет здание является музеем. Первоначально на этом месте стоял древнегреческий храм Артемиды. Затем строились и сгорали в пожарах во время восстаний несколько небольших церквей, руины которых можно увидеть во дворе храма. Из всех ранних византийских построек в центре города чудом уцелела только церковь Святой Ирины, которую мы уже осмотрели. Она вплотную примыкает к Софийскому собору. Их разделяет лишь крепостная стена. Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle, acımadan kollarına hiç iter miydim? Ah İstanbul yine harcadın beni, menekşe gözlerinle gülüşemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, o kahve yüreğimle baş edemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, menekşe gözlerinle gülüşemedim. Ah İstanbul yine harcadın beni, çocukluk düşlerime ben dönemedim. Ah İstanbul, bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle, acımadan kollarına hiç biter miydim? Ah İstanbul'a, Ah İstanbul yine harcadın beni, menekşe gözlerinle gülüşemedim. Ah İstanbul yine harcadın. На входе в центральное помещение нас встречает старый знакомый, кот-бегемот. Будем надеяться на удачу.
На строительство храма Святой Софии за 5 лет было израсходовано 3 годовых бюджета всей Византийской империи, а из дальних окраин сюда доставляли тонны мрамора, порфира, золота, серебра, малахита, слоновой кости, жемчуга и разнообразных драгоценных камней. Ежедневно здесь работало 10 тысяч рабочих и сотни архитекторов. Заказчик и автор идеи – император Юстиниан. По легенде считается, что проект храма ему во сне представил ангел. Главные архитекторы – Анфемиус и Исидор Старший, которые были не профессиональными строителями, а учеными в области математики и механики. Современные исследователи ломают голову по поводу состава цемента, использованного для возведения здания. Дело в том, что город находится в сейсмоопасном районе, а подходящий высокопрочный портландцемент был изобретен лишь в XIX веке. Получается, что византийские зодчие сумели сами разработать свою уникальную технологию получения высокопрочного цемента, скорее всего на основе вулканического пепла со сложным набором добавок. Sormayın kaç yaşındayım, 1000 yıldır bu dünyadayım. Hesap edin kaç yaşındayım. Günahlarla dans ettim, ağızlardan yaprak takvim. Yaşıma büyük geldi ömrüm. Прорывным новаторским решением стало опирание круглого купола диаметром 31 метр на квадратное основание через сложную систему полуарок, что в дальнейшем ознаменовало новый виток развития мировой архитектуры. В основании купола по окружности расположено 40 окон, наполняющие пространство светом. При этом все конструкции храма кирпичные, а не монолитные. Yaşıyorum. Sormayın kaç yaşındayım. 1000 yıldır bu hayattayım. Hesap edin. Размеры здания в плане 100 на 70 метров, при высоте 55 метров. Это примерно 17 этажей. Вокруг разгуливают восторженные туристы буквально со всего мира. Повстречались даже буддийские монахи. Несколько
Несколько раз после сильных землетрясений возникала угроза обрушения, потому в разное время были надстроены мощные контрфорсы, искажающие общую форму. Византийский патриархат был заложен апостолом Андреем Первозванным и почти за 2000 лет прошел очень сложный путь развития. К сожалению, во все эпохи, вплоть до наших дней, патриархат занимался распрями и разделом сфер влияния. До сих пор византийский, римский, киевский и московский патриархаты так и не могут договориться между собой. Время от времени они объявляют друг друга еретиками и отступниками, и каждый из них претендует на свое превосходство над остальными. Тысячу лет назад именно в Софийском соборе было документально зафиксировано разделение церкви на римскую католическую и православную ветви. Как и следовало ожидать, крестоносцы-католики в XIII веке варварски разграбили храм и вывезли из него, помимо всего прочего, Туринскую плащаницу и большой алтарь из чистого золота. Что касается турок, то не все так однозначно, как это иногда пытаются преподнести. Да, при взятии города в 15 веке имело место стихийное мародерство и расхищение драгоценной церковной утвари. Война есть война. Однако грабеж был очень быстро и жестко пресечен султаном. На государственном уровне никакой политики целенаправленного разрушения церквей не было. Как известно, все познается в сравнении. Военные разборки европейцев-христиан между собой принесли во много раз больше разрушений своей собственной культуре, нежели действия турок.
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlık karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlık karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kaldırımlar, 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 dert çekenlerin annesi. Kaldırımlar, 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 İçimde yaşamış bir insan. Kaldırımlar, 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 duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, 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 İçimde uzayan bir lisan. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Kaldırımlar, 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 dert çekenlerin annesi. Kaldırımlar,
При осмотре центрального зала со второго яруса люди кажутся муравьями. Alışmak bir o kadar zor. Yaşım severir oldu. Darılmak çok kolay oldu. Barışmak bir o kadar zor. Vakit az gelir oldu. Ölümden beter oldu. Yazmamışlar kaderimi kimseyle. Sarılmışlar niceleri sevgiyle. Uçan kuşlar dönmez geri güz diye. Yazmamışlar kaderimi. Да, были пристроены минареты, и церковь Софии была переделана в мечеть, но тотального замазывания абсолютно всех фресок не производилось. Часть изображений долгое время оставалась открытой, что-то закрывали занавесками, а часть фресок сама обвалилась. И дело тут не только в дешевизне штукатурных работ в сравнении с выдалбливанием. Прежде чем делать какие-либо выводы и разводить истерию, лучше постараемся отвлечься от укоренившихся стереотипов и спокойно взглянуть на ситуацию немного с другого ракурса. Для лучшего понимания вопроса весьма полезно отделить христианско-мусульманские взаимоотношения от политических, турецко-греческих, поскольку разные плоскости взаимодействия не совсем совпадают друг с другом. По тексту Корана Иисус входит в число почитаемых пророков и считается предшественником Мухаммеда, а христианство рассматривается как один из частных случаев более общего и древнего вероучения, для подтверждения которого и появился ислам. Из такой логики следует восприятие Иисуса мусульманами как вполне обычного земного человека с нечеловеческими способностями и высокими моральными качествами. Как следствие из сказанного, уважение именно самого христианского учения, но без обожествления библейских персонажей и без поклонения иконам и мощам. Иными словами, для мусульман церковные реликвии – обычные предметы, а здание церкви – одна из разновидностей религиозного храма. Турки в Средневековье занимались расширением именно своей Османской империи, и в истории не было мусульманского аналога религиозным крестовым походам европейцев. Как видим, никакой враждебной религиозной мусульманской идеологии на самом деле нет, есть только частная военно-политическая самодеятельность. Скорее всего, первоначальные фрески храма перекликались с теми, что мы видели в Церкви Христа. В период иконоборческого движения Софийский собор по интерьеру уже больше напоминал церковь Святой Ирины. Сегодня мы видим фрески, вторично нанесенные примерно в X-XI веках.
Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Çekingen, tutuk, saygılı. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Çekingen, tutuk, saygılı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular. А на мраморных плитах можно даже заметить рунический автограф наемного викинга, нацарапанный еще в IX веке. Kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar istiyordunuz. Çekingen, tutuk, saygılı. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Siz geniş zamanlar istiyordunuz. Çekingen, tutuk, saygılı. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan güller, açan çiçekler vardı. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde. Как бы то ни было, в итоге мы видим в архитектурном ансамбле храма Софии очень причудливый результат наслоения разных культур, и в этом есть своя изюминка. Как знать, возможно, история для того и донесла до нас Софийский собор именно в таком виде, чтобы люди задавались вопросами и в итоге научились договариваться друг с другом. Насколько успешным оказался исторический опыт турецкого народа в построении Османской империи на основе богатого наследия Византии, мы узнаем во второй части фильма. Kalbe karşı olsaydı hemen anlardı beni. Göz göze geldiğimiz ilk günden beri. Dur desem dursa ne mümkün. Aşkım ölmeye değer. Hayaller kurmaya bir tek merhaba yeter. Beraber olduk bile, seviştik